В Киеве демонстранты собрались возле здания Конституционного суда Украины, чтобы выразить поддержку закону, в соответствии с которым можно будет увольнять государственных служащих, принимавших участие в коррупционной деятельности во время правления президента Януковича. Запросами проверить конституционность некоторых положений закона о люстрации обратились 47 депутатов Рады. Закон был принят в сентябре 2014 года. Он позволяет проверить деятельность около 1 миллиона служащих. Некоторые чиновники уже уволены. В Кабуле демонстранты обвинили афганское правительство в пассивном отношении к ухудшающейся ситуации в сфере безопасности. Талибы участили нападения на правительственные и иностранные объекты с началом весеннего сезона боевых действий. Впервые афганские силы безопасности должны противостоять противнику без повсеместной помощи НАТО. В декабре 2014 года почти все иностранные войска покинули Афганистан. В столице Киргизии, Бишкеке, открылась двухдневная международная конференция «Экстремизм и такфиризм. Обвинение в неверии. Как угроза современному обществу». Делегаты из 17 стран Средней Азии и Ближнего Востока обсудят, как противостоять исламистской пропаганде со стороны радикалов из группировки «Исламское государство» и других экстремистских организаций. Конференцию организовали правительство Киргизии и Верховный муфтий. В Бану, на северо-западе Пакистана, старейшины племен Давар, проживающие в Северном Вазиристане, собрались, чтобы обсудить репатриацию перемещенных лиц в рамках региона. Репатриация началась в марте, однако старейшины говорят, что их соплеменники пока не вернулись домой на территорию, которую пакистанские силы безопасности очищали от экстремистов.